Первые наркотики были растительного происхождения. Опиум – один из самых древних из них. Вещества, содержащие опиум, в настоящее время внесены в список запрещенных к продаже. И этот перечень постоянно пополняется. Но находчивые наркозависимые пытаются использовать лекарства в немедицинских целях, как, например, препарат лирика. Лирика, медицинские препараты и наркомания – тема нашей сегодняшней программы. Бум лирики начался примерно в 2009-м. Тогда с прилавков российских аптек стали массово скупать этот препарат. Такая популярность объясняется дешевизной в сравнении с тяжелыми наркотиками. Тогда же эта эпидемия распространилась и в Абхазии. В настоящее время в республике лирика на первом месте по употреблению. Для кого-то это сам по себе наркотик, для других это способ усилить действие тяжелых наркотиков или перебить ломку. Количество людей, зависимых от лирики, с каждым годом растет. И чаще всего это молодежь. Лирика превышает метадон, потому что лирикой злоупотребляют и те, которые не употребляют метадон. И все, кто употребляют метадон и другие наркотики, они сочетают употребление наркотиков с лирикой. И плюс те, кто не употребляют инъекционные наркотики, тоже употребляют лирику. То есть я бы сказала, что применение лирики, оно стоит на первом месте. Наш герой, назовем его Давид, про наркотик из аптеки услышал в молодежной среде. Стало интересно попробовать. Давид вспоминает, как свободно покупал лирику в абхазских аптеках. Тяжелая зависимость сформировалась незаметно. Казалось, всегда можно сказать «нет». Он был в шаге от употребления инъекционных наркотиков. Я никогда не кололся и не употреблял тяжелые наркотики. Я употреблял только лишь это вещество и в больших количествах. 7 лет этой системы. И никто не знал вокруг. То есть ни мои близкие друзья, ни мои родители, ни моя жена, ни братья, никто не знал. Я сам в этом признался, когда уже моя жизнь стала неуправляемой, и вокруг я все стал разрушать. Давид получил хорошее образование. До 13 лет активно занимался спортом. Долгие годы в семье не замечали его зависимость. Но постепенно стал меняться характер, раздражали родители, жена, все, кто мешал ему вовремя принять дозу. Там какой-то бизнес, который был, какое-то имущество, которое мне досталось, я там продал, долги у меня, куча проблем стало. И когда мне вот задали конкретный вопрос, говорят, что происходит, ты можешь нам объяснить, ты играешь в карты, что ты делаешь, я признался, что я употребляю. То есть на протяжении всего времени никто не знал. Препарат долгое время свободно продавался в местных аптеках. Действующее вещество лирики, прегабалин, имеет несколько торговых названий. Лекарства назначают обычно людям с эпилепсией, при нейропатических болях и тревожных состояниях. Около 50 человек, ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, стоят официально на учете в Министерстве здравоохранения и получают психотропные вещества по медицинским показаниям. В эти дни в Сухумской городской поликлинике проходит комиссия, но она вызвала горячие споры. В составе комиссии представители Минздрава, МВД, Фонда инвалидов, поликлиники и главный нарколог. В этом году Кабинет министров ввел новые правила. Инвалиды, принимающие лирику, обязаны сдать водительские права и разрешение на ношение оружия. С этим согласны не все ветераны. Они считают, что комиссия в свое время, приняв такое решение, несет ответственность за сегодняшнее их состояние. Зависимость сформировалась, и теперь все эти задержки только усугубляют положение инвалидов. Они говорят, что без препарата не могут даже есть, и видно, что эмоциональное состояние их крайне неустойчивое. Из этических соображений лица инвалидов, ветеранов войны показывать не стали. Хотя некоторые из них говорили прямо на камеру и открыто обвиняли комиссию в провокации. Водительские права и разрешение на ношение оружия – лишь повод не дать препарат, считают они. В таком случае мы, я думаю, останемся на прежней дозе. Такие же дозировки оставим, 150, 2 раза в день будет получать, общая дозировка составит 300. Суточная имеется в виду.
Нашлись и те, кто принял новые правила и добровольно сдали все необходимые документы. Другие же отказываются и как аргумент приводят тот факт, что у многих из них несовершеннолетние дети, которых необходимо возить в школу. Отдав права, они окажутся в безвыходной ситуации. В течение 2 дней мы наблюдали за ходом комиссии, эмоции зашкаливали. В итоге еще около 30 человек до сих пор не прошли комиссию. Данный препарат назначается только при наличии показаний. То есть так просто этот препарат не отпускается. И выдается он исключительно по рецепту. То есть рецепт получают непосредственно в ЛПУ, да, государственном. То есть в любом другом учреждении частного характера данный рецепт получить на данный препарат невозможно. В связи с постановлением Кабинета министров выдача данного препарата очень жестко контролируется. Контролируется как и Минздравом, так и правоохранительными органами. И я вряд ли вам скажу конкретно, какое количество народу, но, несомненно, есть категория людей, которые нуждаются в данном препарате, то есть они это понимают, осознают, и для них сдать права или там лицензию на ношение или хранение оружия, то есть труда не составляет, потому что они нуждаются в данном препарате, он им необходим по тому иному заболеванию. А с остальными теперь что делать? Они не сдали и препарат не получают? Ну, тут уже вопрос, наверное, не к нам, потому что если есть медицинские показания, да, для получения данного препарата, то мы не противимся, как бы, и они получат его. Но здесь вопрос возникает следующего характера. Так как есть правоохранительные органы и законом сказано, что для получения данного препарата они должны сдать водительское удостоверение, то пока они его не сдадут, выдать мы не имеем права, соответственно, тот или иной препарат. То есть рецепт, соответственно, на него выписываться не будет. Я думаю, что те инстанции, которые должны охранять здоровье нашего народа, и тем более тех людей, которые в нужный момент взяли оружие и защитили эту страну и нас, я думаю, что те, кто в первую очередь должны печься о том, как продолжают жить ветераны и инвалиды Отечественной войны народа Абхазии, они должны иметь другие методы для того, чтобы помочь тем людям, у которых есть такой недуг, но ни в коем случае не заменять это таким препаратом, каким является лирика. В кулуарах некоторые медики признаются, что лечение инвалидов с помощью лирики было ошибочным шагом. Но от этого легче не становится, ведь речь идет о людях с заболеваниями и уже сформировавшейся зависимостью. За плечами у этих людей война и поствоенный синдром, и можно найти оправдание их состоянию. Другое дело, действительно ли все они инвалиды, ведь список инвалидов-ветеранов войны растет постоянно, несмотря на то, что война закончилась 25 лет назад. Если у этих граждан были серьезные стрессовые ситуации, то у большинства молодых людей, употребляющих лирику, сложно найти даже видимые поводы. Вы знаете, у нас есть законы, у нас есть правоохранительные органы. Ну, это их прерогатива, наверное, ну и, конечно, воспитание семьи, но я могу сказать за себя, у меня прекрасная семья, у меня прекрасные родители, которые дали мне все и давали мне все в тяжелые послевоенные времена. Они работали, трудились для того, чтобы у меня никогда не было нужды в вещах, еде, передвижении. То есть я получил хорошее образование, высшее образование, я работал, и я не могу вам сказать, в какой момент что-то во мне изменилось. Меня воспитывали, как и многих, в нормальных семьях, да, говорили, что там, курить плохо, там, надо себя вести достойно, не позорить фамилию, родителей, да, чтобы мы могли с поднятой головой ходить на улице, да, вот, и я всегда старался, ну, именно так и жить. То есть я занимался спортом все свое детство, да, я ходил на дополнительные занятия, у меня практически не было свободного времени. Я всегда себя отдавал образованию, да, и занятию спортом. И знаете, возможно, я спустя какое-нибудь время я разберусь в этом, да, и пойму, что, может быть, было не так. Но сегодня я просто вот могу сказать, что да, бывали моменты, когда я в обществе себя чувствовал, ну, не таким, как все, да.
каким-то стеснительным, да, скромным, но это, мне казалось, что я это все от воспитания, да, вот такое воспитание было у меня, что я там не выделялся, там, я не хулиганил, там. Список наркотических и психотропных веществ, запрещенных в Абхазии или реализация которых в республике ограничена, устанавливает Кабинет министров. Я попробовала в интернете найти перечень этих препаратов, но в открытом доступе такой информации не было. Я обратилась в Кабинет министров, и вот мне предоставили перечень этих препаратов. Здесь более 300 наименований. Лирика и прегабалин также в этом перечне. Лирика действует на организм как героин. Почти сразу у человека возникает ощущение эйфории, преломляется восприятие окружающей действительности. Наш герой начал с малого – 1-2 таблетки в день. Постепенно доза увеличивалась. Без препарата его одолевали сильнейшая депрессия, суицидальные бесконтрольные мысли и ощущение безысходности. До тех пор, пока я не попробовал вот этот лекарственный препарат, да, фармацевтический, который вообще открыл для меня другого себя, который не знал никаких преград в жизни, то есть я мог все. Ну, это моя история, да, и то есть я вообще к наркотикам я всегда относился отрицательно, всегда, ну, и настал такой момент, когда вот, чтобы перестать употреблять именно вот этот препарат, я был готов уже попробовать тяжелый инъекционный, чтобы отойти от того препарата. Хоть я и употреблял этот лекарственный препарат, но для меня инъекционные и тяжелые наркотики это было как будто вот что-то в космосе. Но наступил такой момент, когда я там обратился к человеку и сказал: слушай, ты где берешь? Да, он говорит: а что? Я говорю: ну, давай возьмем, я тоже хочу. И вот слава богу, что эти злосчастные закладки не нашли. Вот, и я не попробовал. И благодарен судьбе, что ну, сегодня я в сообществе анонимных наркоманов и остаюсь чистым, и жизнь меняется, и все вокруг меня становится хорошо. Убийства, изнасилования, грабежи. В большинстве этих громких дел неофициально, но фигурируют наркотики. Кто-то совершает преступление из-за необходимости найти деньги на дозу. Другие попадают в ДТП в состоянии наркотического опьянения. Третьи занимаются сбытом наркотиков. Если внимательно посмотреть все уголовные дела, то можно сделать вывод о том, какой уровень преступлений дает нам наркомания. Чтобы внести лирику и другие препараты в список запрещенных, понадобилось время и преодолеть немалые бюрократические преграды. В частности, касаемо препаратов, содержащих кодеин. По этому поводу приказом Минздрава есть ограничения по отпуску, то есть строго по рецепту врача отпускаются эти препараты в аптечных учреждениях. Ну, вот в последнее время, тенденция пошла к тому, что даже в аптечных учреждениях эти препараты уже, даже официально, кто могут заниматься продажей этих препаратов, отказались их продавать. В аннотации к препарату лирика в разделе «Противопоказания» несколько страниц. Медикамент вызывает многочисленные побочные эффекты даже при употреблении в малых дозах. А при превышении допустимых норм уже доказан его наркотический эффект. Почти наверняка у употребляющих лирику развиваются тяжелые болезни. В первую очередь страдает печень, о серьезном заболевании узнаешь обычно на последней стадии. Этот препарат, он не рассчитан на то, чтобы его применять месяцами и годами. А наши пациенты, я когда спрашиваю, сколько времени применяете препарат, да, 3 года, 5 лет, 7 лет, 10 лет, называют такие сроки. Что он вызывает? Он вызывает изменение нервной системы. Часто люди, которые обращаются к нам, у них какие вот последствия? То есть, если они не примут препарат лирика, у них возникают панические атаки, тревога, страх, депрессии, раздражительность, бессонница. Не хочется ни с постели встать, никакими делами заниматься. И вообще вот эта необъяснимая тревога и неописуемый страх такой страшный. Вот эти состояния возникают у пациентов, у которых прекращают прием этого препарата. Завозится лирика с территории России. До 2011 года препарат свободно продавался в российских аптеках.
Когда и там стали массово употреблять это вещество, пришлось пойти на ограничительные меры. Теперь препарат отпускается только по рецептам. Несмотря на это, все еще есть аптеки, нелегально торгующие лирикой в России. Как говорят местные наркозависимые, лирику можно все еще свободно купить в нескольких сочинских аптеках. Но при этом цена гораздо выше реальной стоимости. Есть и те, кто может привезти этот товар на заказ в Абхазию. В России пока нет уголовной ответственности за безрецептурный отпуск препарата, только штрафы. Поэтому недобросовестные провизоры идут на это в погоне за серьезной прибылью. Минздрав России предложил внести изменения в законодательство. Проект этот вынесен для общественного обсуждения. Мы попытались купить лирику в наших аптеках, и, слава богу, этот эксперимент провалился. Препарат выдают по назначению врача отдельным категориям граждан. Скажите, а вот подростки, дети часто у вас лекарства покупают? Нет. Ну вот придет 15-летний там девушка. Мы не даем. И не бот спрашивают, маленькие дети лет по 15-16, но мы, конечно же, не даем. А как вы вот видите же, вы же работаете, лучше нас знаете. Часто вот кадеиносодержащие препараты покупают? Вы знаете, раньше покупали много, а сейчас в последнее время нет. Как вы думаете, почему? Аналоги другие даже появились? Скорее всего, у них с каждым днем там какие-то новинки появляются. Ну вот вы же по состоянию видите, по внешности, Конечно. кто для чего покупает. Как вы думаете, что сейчас больше покупают, какие вещи? Что их интересует, что спрашивают? В основном шприцы берут, воду берут, а так ничего так. В местных аптеках, конечно, лирику не купишь, но свободно можно приобрести большое количество других препаратов, и нет возрастных ограничений для их покупки. Законом, как оказалось, это не запрещено. Говорят, люди имеют право запасаться впрок. Но от такой практики уже давно отказались в мире. В заграничных аптеках продают только средства от простуды, витамины и дезинфицирующие препараты. Сделано это для того, чтобы вести контроль заболеваемости и избежать самолечения. Какой именно препарат из аптеки будет следующим в списке любителей использовать лекарства в немедицинских целях, пока вопрос. Так получилось, я в Абхазию впервые попал только 9 лет назад, и я до этого не знал о кавказском менталитете ничего, не только о местном, но в целом о Кавказе. И знакомство вот, первые несколько лет были безумно сложные, вот этот момент адаптации, потому что я привык к мегаполисам, я привык к другому менталитету, и то, что я увидел здесь, я не мог это понять и принять часто, и меня не могли понять и принять. И вот этот момент такой ассимиляции, он длился долго, и я столкнулся с одной из главных проблем, куда девать свое время, что делать, в принципе, что делать здесь зимой. И это был очень непростой вопрос, у меня не было тогда, по сути, ни знакомых, ни друзей, и я вот как-то был сам в вакууме, и вот весь вот, мое дело, мой бизнес, когда я это начинал, это в том числе одна из задач была просто как-то занять себя и начать что-то делать, то есть не увязнуть в вот этой рутине, в скуке. В дальнейшем также мне очень помог в этом спорт. И то, что я решил сначала немножко, потом больше тратить время на спорт. И это стало моим хобби. Денис Саманба – пример успешного молодого человека. Как и у всех его сверстников, вокруг были соблазны. Но упорство и труд всегда приносят плоды, считает он. Проект Дениса, сеть магазинов техники 30 секунд, не просто бизнес. Когда все начиналось, я был один, всего лишь один человек. И задача моя была внутри, и потребность моя, и задача собрать вокруг себя команду людей, близких мне по духу, которые любят что-то энергичное, которые хотят жить на полную,
которым, в принципе, интересно что-то познавать, расти. Люди, в принципе, начнем с того, что видят плохой пример вокруг, и вот оно по такой пагубной цепочке тянутся. То есть сложно обвинять, опять же, человека, который родился там, в неблагополучном районе Сухума или там, Гудауты, и он в жизни ничего кроме этого не видел. Он видел только это. И я не знаю, кем бы я стал и что бы я делал, если бы я родился именно там. Возможно, я был бы таким бы человеком, и это ужасно, но наша задача понять, что не нужно осуждать в первую очередь наркоманов, нужно осуждать всех нас, которые не хотят и не делают вот эту среду их обитания не меняют, потому что изменить наркомана, сделать его здоровым человеком, ну, может и можно, но практически невозможно. То есть с точки зрения медицины, и это дико энергозатратно, финансово затратно, но уж менять среду, в которой вот мы живем, они живут, это реально. Марафоны и другие спортивные мероприятия стали для Дениса регулярным хобби. Эти любительские соревнования привлекают все больше людей. Такая среда, конечно же, положительно влияет и на профилактику наркомании. Люди приобщаются к здоровому образу жизни. Я обращаюсь к тем, кто пока молод, пока он колеблется, что выбрать, вот он, что впереди у него, он пока не знает. Вот к нему я обращаюсь, вот этому человеку, и могу сказать, что своей жизнью, своей работой, своей деятельностью вы действительно можете открыть любые двери. То есть достаточно выбрать направление в жизни, и вы добьетесь того, что хотите, просто нужно четко двигаться вот в этом направлении. То есть вот сказать себе, да, я хочу это, и идти, и у вас получится. А потом вы сможете все. И, ну, условно, и недвижимость купить, и на матч любимой команды в Европу слетать, и прочее, прочее. И это будут ваши деньги, ваш успех, реализация ваших амбиций, и она будет добыта честным путем. И, как по мне, это круто.